Абхазская государственная топливная компания уже много лет сотрудничает с российской компанией «Роснефть», топливо которой хранится на нефтебазе в Ишере. Абхазская сторона все эти годы закупалась именно у этой компании. Однако уже месяц, как Абхазтоп завозит топливо самостоятельно. Как пояснил гендиректор АГТК Ромас Джопо, это связано с тем, что «Роснефть» предлагает за литр 92-го бензина 57 рублей 22 копейки, а у Абхазтопа есть возможность завозить топливо этой же марки за 43 рубля 80 копеек. Сотрудничаем, но топливо у них не покупаем. И в принципе они не возражают этому. Вот мы и начали. У нас дизельное топливо, у них 63,30, а мы оптом даем по 62 рубля. РН «Абхазия», в которую входит компания «Роснефть», начала работать в республике в 2010 году с условием, что 51% активов будет принадлежать ей, а 49% Абхазтопу. Суть создания совместного предприятия заключалась в том, что РН «Абхазия» будет строить свои заправочные комплексы по всей Абхазии, обеспечивая их нефтепродуктами, бензином и дизельным топливом, а Абхазтоп зарабатывать, реализовывая ГСМ оптом для частных компаний и бюджетных организаций. Естественно, когда годовой самый отчет был между в РН Абхазии, там тоже мы получали оттуда дивиденды с реализацией на заправке. Да. Ну, после уплаты всех налогов и все остальное, да, получали дивиденды. Да. Ну, мы одно время не смотрели на эти дивиденды, мы сами могли зарабатывать, потому что маржинальность была неплохая, там 3, 4, 5 тысяч рублей на тонну. Да. Нам это, чтобы обеспечить своих работников и чтобы мы где-то какие-то вели текущие ремонты, нам это все хватало. Да. Но в последнее время, с 2020 года, как мы начали работать, что-то поменялось, я не знаю что, но не по нашей вине. Незаконная выемка образовалась не ежемесячно, не сию минуту, она происходила на протяжении многих лет. Да, я не знаю, почему они тогда молчали. Раньше, почему молчали? Они сразу уже 250 миллионов получилось незаконной выемкой. Ну, кстати, мы, когда начали работать, у нас кредиторская задолженность перед РН Абхазией была в порядке 120 миллионов рублей. Мы это заплатили, 120 миллионов. АГТК обслуживает более 20 частичных заправочных станций и госучреждения. При этом эти заправки закупают топливо у Абхазтопа частично, так как у них есть возможность выбора поставщиков. Кому-то мы говорим, продавайте по такой-то цене. Да. Ну, кто-то нас понимает, да, кто-то понимает, держит эту цену. И еще хочу самое главное подметить, что ну, к нам обращаются, правда, без имен, без фамилий заправщики, к ним приходят с других заправок и говорят, что вам больше это всех надо, держите ту цену, которую мы держим. Я не знаю, с чем это связано, я просто не могу понять наших граждан. Вот здесь буквально вот от той заправки, где продается по 57 рублей, буквально в 200 метрах стоит заправка, которая продает по 54 рубля. Да, что там не заправляются? Они думают, да, если цена низкая, значит да, качественная. И, ну, да, кто-то им, наверное, говорит, что здесь некачественное топливо. За счет топлива качества, пожалуйста, любая комиссия. Ну, у нас, как сегодня, своих заправок нету, я имею в виду абхазтоповских. Мы сегодня даем частникам, они уже там, а если они поднимают, это есть компетентные органы, там это пускай разбираются, это не наш вопрос. Если 1300 тонн купить сегодня бензина, нам нужно сегодня в порядке 60 миллионов рублей. У нас этих денег нет. Сегодня мы оперируем где-то в порядке от 10 до 15 миллионов рублями. Все, вот мы покупаем этими деньгами топливо. И газ, и топливо. Нам дали, допустим, там 6%, да, или 8%? Да. 6%. Понимаете, при нашем риске эти 6%, ну, никак. Во-первых, там я до этого говорил, предоплата. Ну, бывает, у нас был один момент, мы там 1000 тонн предоплату сделали, ждали 4 месяца. Да. Ну, по одной вине, по второй вине, там много объективных, много субъективных. Ну, представляете, что такое? Первый блин, он всегда комом идет, да. Но мы ушли от этого, мы не стали по 1000 тонн брать, по 2000 тонн брать. Мы стали маленькими партиями завозить, это меньше риску и, как говорится, эффект больше. Да, он может быть чуть-чуть дороже, чем вагонами, с машинами завозить, но зато риску меньше. Ну, а то, что касается процентной ставки, да, ну, конечно, да, можно его пересмотреть, а можно просто
как-то сделать, я не знаю. Но это в Министерстве экономики им виднее. Виталий Курсанти также прокомментировал высказывание министра экономики Кристины Узган на заседании парламентского комитета о том, что с 2010 по 2022 годы Абхазия в виде дивидендов не получила от деятельности РН Абхазия до 400 миллионов рублей. Кристина Узган также сказала, что это было вызвано тем, что компания «Абхазтоп» периодически осуществляла незаконный, несанкционированный отбор нефтепродуктов. То, что долги образовались у нынешней компании «Абхазтоп», это вопрос не к нам, это вопрос, я бы сказал, может, к ней этот вопрос, потому что она тогда работала в РН Абхазии, почему эти долги образовались. Мы решили сами сегодня завозить топливо. Сегодня нам выгодно. Рамазан Гештерович сказал, что мы где-то что-то заработали, в бюджет что-то отправили, какая-то сумма, и у нас появилась уже стабильная зарплата. Мы только начали. Что касается газа, АГТК закупал его по 66-67 тысяч рублей за тонну. Потом цена резко упала до 57 тысяч рублей. А сейчас газ стоит еще дешевле – 39 тысяч за 1 тонну. Мы, как говорится, мы купили его, как говорится, впрок. Да, и сегодня мы стараемся как-то его снизить. Мы сейчас потихоньку закупаем по дешевой цене газ, потихоньку, по одному вагону, и разбавляем цену. Да, и у нас из 57 опустилась до 52. В ноябре прошлого года АГТК взяла кредит в размере 25 миллионов рублей под 18 годовых. Половина суммы уже выплачена. Компания планирует взять еще один кредит, но уже по более привлекательной процентной ставке. Сария Кварацхеля, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.